В рамках демографической политики государства семьям с детьми оказывается материальная поддержка. В числе подобных программ назначение детского пособия, которое представляет собой ежемесячные выплаты родителям или опекунам детей до 16 лет. Целью этой инициативы является поддержка молодых семей, помощь по уходу за ребенком и улучшение демографической ситуации в стране. Прежде всего, основанием для таких компенсаций служит присвоение семье статуса малообеспеченной. Длительность выплат пособий тоже может разниться. Обычно до 16 лет. В случаях, когда ребенок посещает учебное заведение, до 18 лет. В исключительных ситуациях, когда ребенок все еще не окончил вуз и является аспирантом, до 24. Ежемесячное пособие на детей до 16 лет не может быть начислено, если родители ребенка лишены прав и он передан на полное обеспечение государству. Для объективности органы защиты имеют право проверить условия проживания и содержания конкретного ребенка и убедиться, что пособие расходуется по назначению. Право на ежемесячное пособие на ребенка имеет один из родителей, усыновителей, на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку ребенка в возрасте до 16 лет, среднедушевой доход семьи, который не превышает величины прожиточного минимума, установленного в Республике Башкортостан. Обязательным условием является, что все трудоспособные члены семьи должны работать либо учиться. Это женщины от 16 до 55 лет, мужчины от 16 до 60 лет, доходы которых учитываются при исчислении величины прожиточного минимума. У нас есть исключения. Исключения составляют это инвалиды и дети-инвалиды, беременные женщины с 20 недель беременности, трудоспособные члены семьи, признанные в обязательном порядке безработными. Также трудоспособные члены семьи, осуществляющие уход за ребенком до 3 лет, за ребенком инвалидом в возрасте до 18 лет, за лицом первой группы инвалидности, либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста. Размер ежемесячного пособия составляет 225 рублей, на ребенка одинокой матери 450 рублей. Прожиточный минимум с 20 декабря на ребенка составляет 8483 рубля. Для того, чтобы выяснить, положено ли вам пособие, нужно обратиться в органы соцзащиты по месту проживания и написать соответствующее заявление, в котором указать среднемесячный доход семьи за последние 6 месяцев в пересчете на каждого ее члена. Специалисты ведомства также запросят необходимые документы для оформления выплат. На основании представленных бумаг органы соцзащиты в течение 10 рабочих дней вынесут решение о начислении денежной помощи. Отметим, что всю процедуру по оформлению пособий придется проходить ежегодно. Гражданам, находящимся в разводе на момент оформления выплат, необходимо добавить свидетельство о расторжении брака, документ о наличии, отсутствии или задержке алиментов. А с родителей, имеющих статус индивидуальных предпринимателей, попросят разрешение на ведение деятельности, а также декларацию о доходах за прошедшие 6 месяцев. Иностранцам потребуется разрешение на проживание, а иногородним придется предоставить справку о том, что по месту прописки денежное пособие не было назначено ранее. Екатерина Марочкина, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.